Душанбе. Находящийся в столице Таджикистана замминистра обороны России Анатолий Антонов обещал помочь укрепить таджикскую армию, форпост Организации договора о коллективной безопасности. На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Антонов сказал, что в Центральной Азии формируются новые военные и политические структуры, что связано с выводом из Афганистана большей части международных сил. В Таджикистане дислоцировано 7 тысяч российских военнослужащих. В Организацию договора о коллективной безопасности входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. В Ереване президент Армении и де-факто лидер сепаратистского Нагорного Карабаха посетил военное кладбище во знаменование 23-й годовщины создания национальной армии страны. Вместе с военными руководителями и церковными иерархами он возложил венки и отдал дань уважения военнослужащим, погибшим в бою более 2 десятилетий назад, когда Нагорно-Карабахский регион откололся от Азербайджана. Несмотря на прекращение огня в 1994 году, напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией на фоне замороженного конфликта остается высокой. В Кабуле генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Аяд Бен Амин Мадани встретился с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой. Мадани высоко оценил создание правительства национального единства Афганистана, заявив, что это открыло путь к расширению связей Кабула с 57 государствами-членами его организации. Организация исламского сотрудничества стремится быть коллективным голосом мусульман всего мира. Алма-Ата. Власти Казахстана способствовали принятию судебного решения о сносе 3 недавно построенных домов, утверждая, что их жители не являются землевладельцами. По их словам, рядом имеется еще около десятка недавно построенных незаконных домов, и они также могут быть снесены. Проживающие там женщины с детьми не смогли предоставить документы о праве владения землей. По их словам, они начнут голодовку в знак протеста против сноса. В Пешаваре на северо-западе Пакистана активисты развернули кампанию против принудительного вступления в брак молодых девушек. В некоторых районах Пакистана родственники вынуждают 13-летних девочек выходить замуж. Активисты обеспокоены физическими и психологическими последствиями подобной практики. В юго-западном пакистанском городе Кветта сторонники националистической партии Пуштунква Милли Авами праздновали победу на местных выборах. По этому случаю они устроили традиционный танец пахстун, известный как аттан. Музыкой и танцами на выборах мэра отмечена победа Калимулы Хана, поддерживаемого большинством местных советов. По словам Калимулы, он будет стремиться восстановить былую красоту Кветты, столицы провинции Белуджистан.